предлагаем концепцию, называется «Сборка Великой Тартарии». Так вот, в мире происходят тектонические события. Началось и с нарастающей скоростью идет перекомпоновка центров силы и зон влияния. В эпоху бурной цифровизации возникает угроза девальвации человеческой личности, превращения ее в товар и в часть бездушной машины. Целью концепции является это вывести Россию и соседние страны из состояния уныния, неопределенности и страха, потери национальной идентичности, чести и достоинства граждан. Мы предлагаем новую созидательную идеологию в сфере внутренней и внешней политики, способной вместе с союзными и равноправными народами обеспечить реальную независимость Центральной Евразии от нашествия мирового глобализма. Она базируется на общности духовно-нравственных представлений наших предков, зародившихся и длительный период сосуществовавших в едином географическом пространстве, единообразно обозначенной на европейских географических картах одним названием, которое можно прочесть как «Татария». Но для того, чтобы не было смешения с современной Татарией, Татарстаном, будем использовать термин «Тартария» в латинском прочтении. Сравним данную идею с ранее рассмотренными нами. От концепции «Союз Россия-Турция», Россия-Тюркский мир, она отличается более широким охватом народов и не только тюркских стран. По сути, является их естественным продолжением. От концепции славяно-тюркской синергии отличается лишь иным принципом формирования общности, более приближенным к существующим реалиям. Это они все есть в приложении к нашему приглашению. Ссылки. Неизменным остается одно. Центрами кристаллизации преобразования будущего содружества государств, способного успешно противостоять давлению как с Запада, так и с Востока, должны стать Россия и Турция. Естественные основы общности. В самом деле, многие этносы ведут свое начало из Алтая. Впоследствии они мигрировали на гигантские расстояния, смешиваясь с местным населением, составляли основу появлявшихся здесь родоплеменных союзов, государств и империй. Характерными чертами этих народов и сейчас являются общая историческая судьба, веротерпимость, коллективизм, приверженность традиционным духовным ценностям, определенный параллелизм в религиозных субкультурах, немеркантильное понимание смысла и цели жизни, уважение к властям, способность выживать в сложных природных условиях и так далее. Немалое влияние на народы Тартарии оказало их пребывание в составе империи Чингисхана и ее наследников. По словам основоположника российского евразийства, князя Николая Сергеевича Трубецкого, который умер в 1938 году при нашествии фашистов там, в Австрии. Вот дословно, вот я читаю. Чингисхан был не только великим завоевателем, он был и великим организатором. Как всякий государственный организатор крупного масштаба, он своей организационной деятельностью руководствовался не только узкопрактическим соображением текущего момента, но и известными высшими принципами и идеями, соединенными в стройную систему. Своим подданным, начиная с высших вельмож и военачальников и кончая рядовыми воинами, Чингисхан предъявлял известные нравственные требования. Добродетели, которые он больше всего ценил и поощрял, были верность, преданность и стойкость. Пороки, которые он больше всего презирал и ненавидел, были измена, предательство и трусость. Эти добродетели и пороки были для Чингисхана признаками, по которым он делил всех людей на две категории. Для одного типа людей их материальное благополучие и безопасность выше их личного достоинства и чести, поэтому они способны на трусость и измену. И наоборот, после завоевания каждого нового царства и княжества Чингисхан осыпал наградами и приближал к себе всех тех, которые оставались верными, даже тогда, когда их верность была для них явно невыгодна и опасна. Ну, верным имеется в виду бывшим правителем. Другой важной особенностью Чингисханова государства было положение религии в этом государстве. Дисциплинированный воин, умеющий одинаково хорошо как подчиняться начальнику, так и повелевать подчиненными, никогда не теряя уважения к самому себе и потому одинаково способный уважать других и вызывать у других уважение к себе, по существу может быть подвластен только не материальному, не земному началу.
в отличие от рабской натуры, подвластной земному страху, земному благополучию, земному честолюбию. Не подходя к религии в сущности, именно с такой психологической точки зрения Чингисхан не навязывал своим подчиненным какой-либо неопределенной догматической и обрядово оформленной религии. Эти и другие нравственные положения были сформулированы в общем своде правил Ясе, Язу, как мы считаем, Чингисхана, и в целом соблюдалось правителями, ханами Тартарии и после распада Орды. Россия здесь не является исключением. Послание Чингисхана укоренилось в общественном сознании и в видоизмененном состоянии дошло до наших дней. Но это мы видим из многих примеров. Что же нам нужно? Нам нужно отбросить предрассудки. Здесь надо подчеркнуть, что в российской политике и мировоззрении важно как можно скорее решительно освободиться от 3 разорительных многовековых заблуждений, первым из которых можно поставить противостояние русско-православного и тюрко-мусульманского фактора, начавшегося с восшествия на престол династии Романовых после взятия Казани в 552 году. Сегодня под натиском лавины новых фактов российское общество все более убеждается, что русская цивилизация является преемницей и прямой наследницей тюрко-татарской орды, а народы родственны. Но еще раньше это убедительно доказали в своих работах Николай Сергеевич Трубецкой, вышеупомянутый, Лев Николаевич Грумилев, Михаил Георгиевич Худяков и вот недавно ушедший от нас Мурат Искандерович Аджи и другие. Однако рецидивы прошлого еще живы. Пора бы внять предостережением гениального Федора Михайловича Достоевского, сделанным еще в позапрошлом веке, освободиться еще от 2 предрассудков. Это панславянизм и евроцентризм. Как бы ни старалась Россия ценой многих человеческих и материальных жертв укрепить союз со славянскими странами и Западной Европой в целом, она в ответ неизменно в конце концов получала вражду и ненависть. Вот мы сейчас это видим. Известно, что в течение многих столетий не прекращалось противоборство с атлантизмом, неуклонно стремящимся установить силой свой диктат над Русью, Россией, СССР. Начиная с династии Романовых, конечно, исключая советский период, Запад, несмотря на ратные поражения, все же не оставался в накладе за счет внедрения своих ставленников в высшую государственную элиту. Азиатские тигры, вот если с востока посмотреть, Япония и Китай несовместимы с Россией и со странами Центральной Евразии, прежде всего из-за разницы в менталитете, а также по уровню экономического развития и традиционных связей. Реальное опасение вызывает резко возросшее за последнее время военно-экономическое могущество прагматичного Китая, возрастающие аппетиты которого угрожают суверенитету и целостности соседних государств. Ну и надо добавить, что агрессивность Китая подтверждается откровенным геноцидом уйгурского народа сегодня, да? Потому что там такие зверства творятся, применяются электронные технологии всевозможные, мы об этом тоже уже хорошо знаем. Вот теперь евразийство. Предлагаемую концепцию в силу своей направленности можно считать евразийской. По многим параметрам она схожа с культивируемым в настоящее время в России идеями неоевразийства, но при этом имеет существенные различия. Движение неоевразийства обрело актуальность в переломный период после распада СССР как средство предотвращения гибели русского государства. В программных материалах движения часто говорится о цивилизационном суверенитете, расхваливается многонациональность и многоконфессиональность страны, поднимаются старые чингисовские принципы в качестве фундаментальных ценностей евразийской философии. Это духовное выше материального и общее выше частного. Однако на практике выходит противоположное. Вот, например, что пишет идеолог неоевразийства Александр Гельевич Дугин в отношении татар, к примеру. Вот цитата. В любом случае историческая традиция татар требует повышенного внимания к этому региону и проведения такой политики центра в отношении Казани, благодаря которой геополитическая система Татарстана была бы связана с чисто русскими регионами, возможно, не прилегающими территориально. При этом, напротив, интеграционным процессам с Башкирией, Удмуртией, Мордовией и Мари-Эл следует препятствовать. Кроме того, имеет смысл акцентировать территориальное деление Татарстана по культурно-этническим
признакам, так как татары этносоставной и по расам, и по культурно-религиозным факторам. Имеет смысл также поощрять русскую миграцию в эту республику. Но лучше не скажешь. И причем похоже, что некоторые вот эти советы выполняются. Не случайно на сайте центра имени Льва Гумилева, проповедника евразийства, публикуются статьи миссионеров, стремящихся обратить мусульман в православие. Ну, там ссылка будет дана. Со своей стороны, и организаторы возникшего недавно движения «Новая Евразия» прежде всего направляют усилия в сторону расширения зоны влияния русского мира. То есть, по сути, неоевразийцы ведут политику унитаризации мультикультурного евразийского пространства, пренебрегая аналогичными стремлениями народов соседей, которых обязуются якобы оберегать. Все это, безусловно, не понравится самим оберегаемым, некоторые из которых уже за 30 лет стали вполне самостоятельными государствами. Таким образом, перспективы подобных усилий вряд ли будут реализованы, но почву для конфликтов создадут непременно. Ну вот теперь вкратце, вот какое должно быть содружество, вот какие принципы, вот, я считаю, важными. Вот это мультикультурализм, многоязычие, многоконфессиональность, самостоятельность во внутренней политике, всестороннее экономическое, научное и культурное сотрудничество, уважение к правам человека, свободное волеизъявление и передвижение народов. Отметим, что опасения по поводу сохранения русской культуры беспочвены из-за высокого потенциала русской культуры и науки. Здесь уже несомненно. То есть народ перетекает туда, где ему больше всего интереса, а не где больше всего народу. Это мы тоже должны знать. Дальше, ну какая география этого европейского сотрудничества и этапы его развития могут быть? Но без сомнения закладка основ будущего содружества народов Евразии должно происходить по инициативе руководства России и членов Организации тюркских государств. Недавно, значит, вот, который, значит, новое название получил Союз. А также других членов СНГ. Имеющиеся конфликты должны быть урегулированы на взаимно выгодной основе. На первом этапе это могут быть Россия, Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан. Всего я посчитал где-то около 315 миллионов человек. Далее возможно присоединение Украины, Молдавии, Армении, Грузии, Венгрии, Монголии. Но это где-то еще, значит, где-то порядка 66 миллионов человек. Ну, всего, значит, получается уже 381 миллион человек. Ну, а далее, значит, после, значит, можно думать о подключении Ирана, Индии, Пакистана, Афганистана. Ну, это тяжеловесы азиатские. И с их приходом, значит, количество увеличивается наше на 1 миллиард 614 миллионов человек. То есть в итоге, значит, вот это все сообщество может составлять где-то около 2 миллиардов людей. И для сравнения мы можем, что же остается в Евразии? Значит, получается, остальная Европа это где-то около 600 миллионов человек, вся остальная Европа, причем и друзья, и недруги, все оставшиеся. Но и крупнейшие азиатские страны тоже, Китай, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, Корейская Демократическая Республика, Япония, Вьетнам, вместе составляет 1 миллиард 700 человек. То есть, получается, как бы мы уравновешиваем вот по численности населения вот эти части евразийского континента совершенно спокойно. Но одновременно у нас открываются просторы для организации нормальной торговли, развития промышленности, но и благодаря идеям созидания, которые мы должны заложить и мира в это вот дело, я думаю, что успех должен быть налицо. Вы вспомните, как ленинские идеи, ну, то есть здесь вот, в принципе, здесь тоже какие-то социалистические идеи, равенство людей и так далее. Вот. И мы, вот когда советская власть, она приходила, она была совершенно нищей, но она очень быстро развилась, быстро возродилась и получила во всем мире горячую поддержку со всех сторон. Вот на это, я думаю, надо рассчитывать. Ну, таким образом, вот я предлагаю, уважаемые друзья, обсудить эту концепцию и, возможно, подключиться к ее развитию.
Потому что это только чистый набросок. Я просто простой инженер, понимаете, то есть не специалист в этих вопросах. У меня, конечно, может быть масса ошибок. Вот, поэтому рассчитываю на вашу доброжелательную критику. Все, спасибо. Честно говоря, я занимался средневековыми картами, в том числе итальянскими, итальянской традицией. И вот на картах 14-15 веков, точнее 13-15 веков, Тартарии обозначалась территория, ну, начиная от низовьев Дуная, наверное, вот эти степные территории, степные, лесостепные, и там далеко на восток, наверное, я не знаю, так куда они тянулись, там в их представлении, наверное, где-то до Монголии. Позднее Тартарии обозначались территории еще большие. Вот на картах 16-17 века, это уже голландская, германская традиция, там Тартария обозначалась, в частности, вся Сибирь. Сибирь, Дальний Восток, территория Казахстана, вот все это обозначалось Тартарией. То есть это понятие такое растяжимое. Это первое, что хотел сказать. Второе, я не совсем понимаю цель вот этой вот сборки Тартарии, что это такое. У нас есть Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, другие политические, военные, экономические организации. А что такое Тартария с присоединением территории от Венгрии до Индии, я, честно говоря, не понимаю. Может быть, Гайяр Ахметович пояснит. Третье, что я хотел сказать. Я что-то, знаете, как-то не особенно улавливаю историческую дружбу тюркских и славянских народов. То есть была дружба, но была и война, и вы прекрасно знаете, и, так сказать, Орда Золотая, и постордынские ханства, они часто воевали с Русью, Русь потом их постепенно покорила одно за другим. Вот. Еще хотел сказать насчет, ну, у меня такое сумбурное, так сказать, я не готовил никакого выступления, просто вот по тому, что сказал Гайяр Ахметович. По поводу тюркских народов. Объединение тюркских народов я вообще себе не представляю, потому что они совершенно разные по происхождению, по культуре, по вере. Вот поставьте рядом якута, тюрка, да, и азербайджанца, тоже тюрка. Что вы даже во внешнем виде в их антропологии общего найдете? Абсолютно разные, да, от чистого монголоида, такого центрально- и североазиатского типа, до южного европеоида кавказского типа. Вот. Потому что тюркские народы, расселяясь из Центральной Азии в различные края, в первую очередь на запад, они смешивались, как правильно сказал Гайяр Ахметович, с местным населением. Причем местное население чаще всего даже преобладало. Вот яркий пример турки, да, Малая Азия, Малая Азия. Там издревле существовали такие области, как Вифиния, Памфилия, Киликия, Ликия, Каппадокия и так далее. Куда дели все эти вифинийцы, киликийцы, каппадокийцы и так далее? Они что, исчезли? Нет, конечно. Они сначала эллинизировались в греческую эллинистическую эпоху. Эллинизм, ну, так сказать, греческий язык распространялся там и в период Римской империи, вот, и в византийскую эпоху, а потом с приходом тюркских племен, турок-сельджуков, вот, там распространился тюркский язык и мусульманская религия. А, так сказать, тюркской крови в турках-то на самом деле мало, мало. Ну, в принципе, в этом ничего плохого нет. В русских тоже мало славянской крови, преимущественно финно-угорской, как сейчас все больше выясняется. Поэтому я не знаю, как объединение на чем, на какой основе, ради чего. Мне, честно говоря, совершенно непонятно. И кто это будет объединять, какая политическая сила. Вот сейчас идет некое объединение в рамках Евразес и вот ряда других организаций. Вот что я хотел сказать, может быть, со временем что-то еще добавлю. Буквально несколько слов скажу. Я с Вадимом Геннадьевичем, в принципе, согласен с его позицией, что история – это все хорошо, но она никогда не может служить основанием того, чтобы создавать или формировать новые какие-то единения по каким-то другим признакам. Это первое. Я хочу сказать, Гайяр Ахметович, я не понял только одно. Почему вы Тартарию берете древнегреческой интерпретации, а не славянской интерпретации? Татария читается как Татария.
Да, татари в древнегреческом. Татары, да. Просто, да, они в славянской, старославянской интерпретации. Я, например, в Тартарию, и вот, значит, в армянской специальной литературе тоже Тартарию интерпретируют как какую-то бездну, это что-то такое и так далее. Есть вот такая интерпретация многих историков, русских историков, советских историков, будем говорить, российских историков, что тартар – это слово произошло от двух имен, двух сына и дочери славянского бога Перуана, который имел один сын Тарха, который был богом мудрости, символом мудрости, и дочка Тара, которая была символом природы. И вот это огромное природное вот это единение, территориальное единение мудрых людей назвали Тартарией. Вот такая интерпретация, но она мне более приемлема, и она и более правильная, чем древнегреческая интерпретация. Но я не об этом. Я хочу сказать, что можно по-разному принципу объединять людей. Можно искать какие-то исторические корни, можно какие-то экономические, можно какие-то лингвистические. Очень много параметров, по которым можно объединять государства, людей и так далее, и так далее. Но наша цель в чем заключается? Вот когда мы говорим сегодня о том, это мы гордимся своей историей, это я понимаю, что мы сыграли большую роль. Я, например, не согласен с Геннадием, что тюркская общность – это единственная вот эта тюркская общность. Нет тюркской нации, но есть тюркская общность. Это совершенно разные вещи. Каждая тюркская нация формировалась в результате сопряжения, слияния различных племен, народов с тюркскими племенами, где тюркские племена составляли подавляющее большинство, поэтому язык был принят тюркский язык. Это вполне нормальная вещь. И поэтому на сегодняшний день есть тюркская общность. Нет, славянской общности нет, поэтому России славяне никогда нет, потому что славяне есть восточные славяне, южные славяне и западные славяне. И никогда, и вот это единство, никогда и не было славянской общности. Это сейчас очень много вопросов, почему это так, и я сейчас не хочу на этом останавливаться. Поэтому я хочу сказать, что вот так все объединять, все вот это, как вы там до 2 миллиардов дошли со всеми странами и так далее, этих стран, тех стран тогда, можно по любым признакам объединить. Вот есть, вот правильно говорил Владимир Геннадьевич о том, что вот там есть там ШОС создали, то создали, там по каким-то интересным, экономическим интересам. Сегодняшняя экономика требует это налаживания транспортных сообщений и так далее, поэтому наличие различных транспортных сообщений требует создания вот этого единого, значит, какого-то пространства, которое позволяет оптимизировать вот этот транспортно-логистический процесс. Поэтому это исторически это очень интересно, очень нужно, но в принципе на сегодняшний, на основании вот этого старой истории, когда нам представляют огромную карту и так далее, что карта может служить основанием для сегодня, я думаю, что история вообще плохой советчик для формирования новых отношений. Это первое. Второе, значит, здесь вы говорили о противостоянии Антанты России, то есть геополитика – это море и суша. Да, оно было, существовало, и будет, эта геополитика будет существовать и 1000 лет тому назад, и при коммунистах она существовала, и сейчас она существует и так далее. И поэтому ничего не поменялось. Вот демократический съезд, так называемый союз демократов, или сами демократы, как его назвали американцы, проводился, это как раз входит в ту ситуацию, когда делят людей по какому-то признаку, под флагом там, права человека, демократии и так далее. Китай и Россия. Да, вы хорошо, правильно сказали. Китай и Россия. Китай, в отличие от Запада, не устраивает оранжевые революции, не устраивает, не вторгается как бы жестко в те или иные страны. У Китая принцип мягкой силы. Они мягко внедряются в страну. Вот я недавно буквально статью писал на эту тему, что 80% всего бизнеса на Дальнем Востоке принадлежит китайским бизнесменам. 80%. И причем Россия сегодня играет роль сырьевого поставщика. Основное сырье поставляет. Так же, например, как и Индия.
которая поставляет в основном сырье. А вот если торговый оборот сегодня с Китаем и Россией составляет 100 миллиардов, 100 миллиардов, ну, говорят, было 200 миллиардов, да, возможно, что пандемия сбила. Но пандемия почему-то не сбила Соединенные Штаты Америки и Китай. Там выросло сейчас 500 с чем-то миллиардов. Причем подавляющее положительное сальдо, причем в трехкратном размере в пользу Китая. То есть Китай получает наше сырье, его перерабатывает и продает американцам соответствующие прибыли. Не как у нас за счет леса и так далее, и так далее. Поэтому Китай соответствующие отношения, оно вот мягко будет, без всякого, значит, насилия, спокойно внедряется, как это в Сингапуре, Малайзии, везде. То есть вот такая мягкая такая сила, которая входит в страну, создает без всяких проблем для себя, никаких конфликтов военных и так далее. Вспомните, в 1949 году, после того, как создалась Китайская Народная Республика, Мао Цзэдун Сталину предложил Китай войти как одной республику. Сталин сразу отказался, естественно, прекрасно понимая, что кто будет сидеть в парламенте Советского Союза. Это еще, вот еще по одним вопросам я хочу сказать: Россия и Тульский мир. Да, Россия и Тульский мир очень много, ну, как бы я сказал, вот таких единяющих параметров. Это, во-первых, по заявлению самого же Путина, что говорит, он всегда подчеркнул, что Россия является частью исламского мира. В России проживает более 20 тюркских народов, из них 11 имеют свои республики в составе России. Первая государственность, вы правильно отметили, которая была империя, создана на российской территории, это было создано Чингисханом, точнее потом Батыем и так далее. Поэтому все эти иго, исторические монгольско-татарские иго, все это надуманные вещи, там совсем другие были, совсем другие, значит, отношения. И ну еще взять более ранний период, как вы говорили, тюркский каганат, который занимал обширное пространство. То есть здесь очень много таких лингвистических, археологических, антропологических, этнографических, фольклористических, даже если вы хотите взять по языкову, которые очень много сближает тюркские народы и Россию. Например, в тюркском языке словаре, составленный Шиловой, по-моему, сейчас не ошибаюсь, более 2000 тюркизмов, хотя, может быть, и гораздо больше. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день вот это российско-тюркское единение является наиболее правильным, перспективным, хотя, когда вот говорил Владимир Геннадьевич, что были войны, а войны не случайно были. Войны были не случайно, когда первый крестовый поход, когда, мы сейчас сказали, тогда не был национальный, сейчас сказали бы француз, папа Урбан II, был направлен против исламского мира. Через 100 лет новые крестовые походы были направлены против восточного православия, против России. И тогда вот эти войны, все крестовые походы потерпели поражение, все. И вот тогда заразилась в 15 веке идея, почему должны воевать с турецким, исламским, он вообще после арабского халифата именно Османская империя представляла исламский мир. Зачем воевать исламским миром и православным миром в лице России? Почему не сделать так, чтобы они воевали между собой? Отсюда пошла эта идея Великой Армении, армянских ходаков Петру I, которые не иначе называли как Великий Константин, намекая на то, что Константинополь является, Россия является правопреемником Константинополя и Византии. И оттуда пошли эти войны, 300-летнее горячее противостояние. А вы вспомните, недавно, буквально вчера, провокации с сбитым самолетом или убитым послом России в Турции, все тогда. Это было все в этом же контексте, чтобы столкнуть Турцию и Россию. Мудрость двух руководителей, конечно, смогли это обойти. И на сегодняшний день российско-турские отношения вполне хорошо складываются. И очень любая попытка дать вот этой турецкому саммиту, в Стамбуле, несколько такую специфическую окраску, антироссийскую окраску, она моментально была подавлена и осаждена заявлением, значит, Пескова по поводу этой конференции. Он четко, красиво, хорошо дал ответ.
Это очень важно. Это очень исторически хорошие, интересные вещи, но их надо вот как бы, Гайр Ахмедович, посмотреть, вытащить на то, как их можно сегодня использовать, вот эти генетические коды для того, чтобы единять людей, вот как вы говорите, по культурным признакам, по экономическим признакам и так далее. То есть люди всегда будут объединяться по каким-то признакам. Это факт. Государства и так далее своими интересами. И очень много сопрягаемых, пересекаемых интересов у всех этих стран, у всех народов, которые, естественно, располагаясь на огромном таком в этом пространстве, которое вы, как правильно назвали, Великой Тартарией, они, естественно, в течение веков перерождаются. Поэтому я думаю, что это очень интересный материал, который вы поставили. И мы этот материал надо сегодня дело трансформировать на сегодняшний день. Все, спасибо. Я уже не буду возвращаться вот к нашей истории, великой истории, то, что и я сам говорил, и вот здесь вот все многие говорят, что это и тюркские каганаты, и наследие Чингисхана, Золотая Орда и прочее, Советский Союз, Российская империя, это да. Я хотел сказать, что нас, вот пока, скажем, будет на Малой Тартарии, будем говорить, на евразийском пространстве, что нас объединяет. Ну, во-первых, наша историческая общность, потому что вот все эти великие события так или иначе способствовали консолидации всех народов, проживающих на этих территориях. То есть все эти великие переселения народов, великие эти войны, великие империи, так или иначе, то ли при доминанте татарской, там будем говорить, или там монгольской, при доминанте русской, но тем не менее они всегда это происходили. Произошло смешение народов, и, в общем-то, произошло взаимопонимание. То, что, скажем, если мы говорим о Китае, Индии, но так или иначе, в общем-то, и сложился опыт общения с этими странами. В принципе, мы, наверное, все-таки Россия лучше понимает, скажем, Китай, чем некоторые другие страны. Потому что у нас, в общем-то, довольно длинная история общения. Не только во времен Китайской Народной Республики, времен освобождения Китая как бы и от японцев, и времен становления этой большой страны, ну и гораздо более ранние периоды, когда мы осваивали Сибирь, у нас тоже были определенные противоречия. Были противоречия из-за Монголии, которые мы взяли под крыло, собственно, спасли и сделали государственность этой страны, некогда великой. Взаимоотношения с Индией, когда там правили, в общем-то, династии тюркские, бабуриды, которые пришли из Средней Азии, это, в общем, будем говорить, узбеки, потомки Тамерлана. И тоже у нас было понимание, взаимоотношения, в отличие, скажем, от европейского колониального, все-таки у нас было добрососедское, это терпимо, мы о чем мы тоже много раз говорили. Что сейчас у нас есть? Ну, прежде всего, в общем-то, осознание нашей общности недавней, потому что мы жили и в одной стране, и, можно сказать, мы жили в одном общем лагере, и в дружественных союзах были вот со всеми, и в большом регионе, и вот будем говорить в нашем реальном регионе. И у нас, в общем-то, вот многими странами, я буду говорить о бывшем Советском Союзе, в общем-то, создалось уникальное такое, существует это явление, что мы являемся билингвалами, потому что мы говорим на наших национальных языках, и все владеют, в большинстве своем владеют русским. Это тоже определенный консолидирующий фактор. Наверное, это надо в той или иной мере сохранять, хотя некоторые республики, они, в общем-то, недостаточно оформились пока, это квазигосударства, дай бог, может быть, они станут такими, достаточно самостоятельно, но здесь больших успехов достигли Азербайджан и Казахстан, остальных, так сказать, трудно говорить о них. Вот, но это тоже консолидирующий фактор, так же как факторы в некоторых сопредельных государств, скажем, той же Монголии, хотя там язык русский вытесняется. Это укрепляющий фактор. Второе, то, что вот благодаря этому многовековому совместному проживанию мы, если вы заметили, кто бывал в каких-то странах, мы лучше друг друга понимаем вот в этих именно приграничных странах, скажем. Россияне с Турцией очень, находят очень близко понимание, скажем, какой-то, наверное, с венграми, такой, отдаленный, хотя венгры, в общем-то, жили в шахматном порядке на территории нынешнего Татарстана, и последние ушли в 15 веке. Они это помнят и, в общем-то, ценят. С Монголией то же самое. Но мы, так сказать, в общем-то, катастрофически сейчас теряем эти связи, потому что, период глобализации, особенно вестернизации, то есть приход Запада,
нашествий. И поэтому сейчас вот фактор, который нас может консолидировать, прежде всего, это даже не этнокультурный, я бы сказал, экономико-политический, и даже, наверное, политический, потому что экономически, к сожалению, ну, в общем-то, мы не можем так сильно противостоять всему миру. Но, тем не менее, в общем-то, через какие-то аспекты, может быть, так сказать, оборонные и прочее, вот тоже последний визит в Индию, это немаловажный фактор. Ну, взаимоотношения с Китаем – это положительный нейтралитет, я бы сказал, дружественный нейтралитет – это тоже неплохо для нынешнего нашего состояния. Ну и взаимодействие с нашими вот государствами. То, что вот говорили о 300-летней вражде, так сказать, действительно Запад провоцировал конфликты России с Турцией. Но в итоге, что произошло, что в итоге Россия, в общем-то, протянула руку помощи, и неизвестно, как бы сложилась судьба Турции в 23 году, когда, в общем-то, ну, Россия единственная, кто признал Советскую Россию, ну и Турция признала, когда Ленин и Ататюрк, в общем-то, активно взаимодействовали. Поэтому это тоже важный фактор. Ну, объединение еще необходимо для того, ну, действительно, это Россия и Турция, которые где-то в определенном смысле находятся в одинаковом положении, которые хотят, в общем-то, в какой-то степени сделать изгоями, потому что они все-таки сохранили свою самобытность, свое собственное видение ситуации, в отличие, в общем-то, от разлагающегося Запада. Ну, там все творится, ну, невероятно, что творится сейчас, и видно, в общем-то, все эти потуги и активные действия Запада, которые пытаются и нас разрушить, и, в общем-то, и Турции серьезно помешать со всех позиций, так сказать, и с культурной, и с прочей. Но, как говорится, Бог шельму метит, в общем-то, они, наверное, свое получат. От прежних подданных тут Османской империи, и, в общем-то, которые там массово туда мигрируют из арабских стран, из Северной Африки. И то, что они, в общем-то, потеряли свой моральный облик, это страшное явление, и, в общем-то, отходить от общечеловеческих принципов – это очень плохо. Поэтому, я думаю, наш действительно путь консолидации – это не просто так, в общем, говорить, что у нас была какая-то большая территория, что мы жили в одном, как говорится, мире. Эта политика такова, что мы должны выживать. И поэтому это действительно один из логических моментов, который способствует нашей консолидации. Ну вот сейчас это действительно наметилось. Россия, Турция, даже, наверное, более, чем в России наши бывшие республики, которые колеблются там между Западом временами, между Востоком, Китаем, ну, даже где-то так смотрят иногда на Турцию и Россию, то есть там у них нет той устойчивости, но я говорю, что они еще до конца не оформились, и поэтому, ну, можно, наверное, это простить, потому что, в общем-то, хотя, я думаю, надо быть более принципиальными в своем поведении, но я думаю, и России надо быть более принципиальной, потому что не надо, так сказать, декларировать, что вот мы в евразийском пространстве находимся, у нас единые таможенные правила, будем говорить, где-то единая оборонная политика, но надо какие-то действия предпринимать, потому что все это только большей частью декларируется. Мы, в общем-то, 30 лет, но даже последние 20 возьмем, не столь активно работают в этих странах, в этих государствах. Если вспомнить наш советский период, мы очень активно работали даже за 10-15 тысяч километров от нашей страны, и на Кубе, и в Африке. И, в общем-то, потому, вот, скажем, весь этот регион, и это бы исторический такой процесс был, мы именно владели этими территориями, ну, по крайней мере, нормально существовали. Сейчас этого нет. Ну, надо как-то возрождать, а время работает не на нас. И, в общем-то, сформированные определенные элиты в определенных государствах, они, в общем-то, не всегда, так сказать, заинтересованы в этом, так сказать. Вот упоминалось Яса Чингисхан, и вот чем был хорош период советской власти, что у нас, в общем-то, материальный фактор был задвинут. Был первый, это служение государству, служение Родине. Как говорится, жила бы страна родная, как поется в одной песне, нету других забот. Сейчас этого нет. А чему это способствует? Возникает элита, которая, в общем-то, не будет защищать ни свою страну, ни тем более Содружество, потому что будет защищать свои богатства, свою собственность. А основная масса будет идти по пути маргинализации. Это тоже надо предотвращать. Поэтому, ну, я думаю, процесс, он естественный, как говорится, иншаллах, если говорить нашим мусульманской терминологии, ну, как бы процесс, сам возникающей ситуации в мире, ну, в общем, как-то подталкивает нас к этой консолидации. Я думаю,
И мы должны на это дело обращать внимание. Ну, то, что там какие-то отдельные ученые выступают, там, ну, говорили там на разобщение татар и прочее, но это, в общем-то, сами понимаете, это разговор гуманитариев. Они, как говорится, люди не системные, они, так сказать, причинно-следственные связи не всегда улавливают. Тут у нас, конечно, технократический элемент, он сильно ослаб. Поэтому, ну, то есть, ну, вы не обижайтесь на меня, так сказать, историки и прочее, но это я просто говорю так, что как это взгляд со стороны. Потому что, ну, иногда в науке, особенно, вот я говорю, в гуманитарной, ну, как говорится, хочется себя показать, а, как говорится, не истину искать. Ну, во-первых, понимаете, любая концепция должна полагаться на какую-то цель. Какова цель? Об этом было сказано сегодня. Какова цель вот сегодняшней концепции? Это четко сформулировать, потому что то, что сформулировано, ну, она такая очень больше историческая, имеет отношение больше к истории, чем в реалиям сегодняшнего дня. Мы можем сегодня обсуждать также, как восстановить Римскую империю. Значит, самое. То есть это нас уведет куда-то в другую сторону. Поэтому я хотел бы говорить о целеполагании. Здесь высказано были несколько мнений по поводу того, что славяне никогда не были вместе, а турки были вместе, а латинцы были вместе. Вся история вот говорит о том, что вот по крови, понимаете, мир не создать. Вот по принципу, опираясь на идеи единство крови. Единство крови, не создать мира, ну, во всяком случае, надолго. Значит, мы знаем и в 20 веке случаи, когда пытались, так сказать, создать мировую державу, значит, на принципах, так сказать, крови. Так? Поэтому я считаю, что единство можно достичь не на крови, а на идеях. На идеях. Вот если вот мы часто возвращаемся к советскому периоду, что объединяло, понимаете, столь разные народы, столь разные культуры, столь разными, так сказать, вообще, значит, истории. Что объединяло? Объединяло идеи создания общества, которое, так сказать, справедливое общество, значит, и которое, собственно говоря, выполнило те функции, которые брала на себя. Это всеобщее образование, значит. Вот в Дербенте я как-то, не в Дербенте, а в Махачкале, как-то я был, там 5 театров было построено. Там 5 основных крупных национальностей проживает. Каждая национальность имела свой театр. Да? Так это театры были созданы именно вот в советский период. Я не знаю, что сейчас с этими театрами происходит, что там на самом деле, но фактически страна строилась на принципах единства культуры. Идея была, значит, социалистическая, как бы сейчас мы к ней не относились бы, так, но она сплачивала народ. Сегодня такой идеи нет. Да. Поэтому абсолютно Галим, который говорит о том, что у нас нет элиты, которая может возглавить, значит, и вывести страну нашей из опасности, если мы в него попадем. Поэтому сейчас нужно говорить, искать идеи, которые объединят эти народы, которые будут в составе России, но этого недостаточно. Этого недостаточно, потому что, значит, 146 миллионов населения, значит, это недостаточно для того, чтобы создать устойчивый мир у себя внутри и вне. Поэтому нужны союзы. Таким союзом, конечно, я в своей концепции пишу о том, что может быть тюркский мир. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что дело не в славянских кровях и
крови и тюркской крови. Не в славянском мире, в тюркской. А в том, что нужно создать эти две страны, эти два мира должны быть движущей силой к созданию общества, которое сумеет сохранить в человеке человека. То есть сегодня самая большая опасность не находится в сфере даже экономики, в сфере даже защиты каких-то границ и так далее, и так далее. Самая главная опасность для человечества – это стремление сохранить человека в человеке. Правильно. Вот за счет этого надо бороться, понимаете? А как это можно сделать? Надо находить сегодня реальные пути, какую нашел в свое время Советский Союз. Как он объединил эти народы, которые, собственно, не объединялись, не могли быть объединены. Это надо, видимо, изучать этот опыт, понимаете, и внедрять этот опыт в какой-то другой мире и так далее. Поэтому в нашей концепции славяно-тюркской, я не назвал его славяно-тюркской единицы. Обратите внимание, я его назвал славяно-тюркская синергия. Вот во имя чего, понимаете? Значит, сейчас опасность для народов России, бывшего Советского Союза, да, это самая главная опасность сегодня. И потери каких-то кусков земли, из-за этого сейчас идет война и в Средней Азии, да, среди тех государств, которые, в общем, были в составе Советского Союза. Столкновения идут ради куска какой-то земли или куска какой-то речки и так далее, и так далее. Я не говорю уже более крупных столкновений, которые произошли на Кавказе, понимаете? Главное сейчас спасти мир от внецивилизационных, понимаете, путей ее развития, да, человечества. Поэтому я считаю, что главный вопрос – это создание такой цивилизационной платформы, которая может быть и, значит, справиться с этими задачами. Вот давайте возьмем следующее. Россия опасность, на мой взгляд, это не только Запад, так? Значит, не только или Востока, да? Значит, первая опасность западная – это сатанизм, по большому счету, простите меня, это может быть такое вот резкое слово, да, значит, такое, я бы не хотел бы его употреблять, но просто сейчас другого слова не нашел. Но с другой стороны, в общем-то, понимаете, мы говорим о Китае как о возможном союзнике, но я считаю его тоже союзником, так сказать, но ситуационным, потому что у них задача накормить 1,5 миллиарда людей. Других задач у них нет. Такая же задача у Индии – накормить 1,5 миллиарда людей. Это серьезная, так сказать, задача перед этими странами. Но представьте себе, что они их накормят. Если вопрос заключается, цивилизация строится на том, чтобы накормить людей, но она, так сказать, рано или поздно нападет на соседей. Поэтому я считаю, что это тоже опасность. Мы должны искать где-то в другом. Значит, и я считаю, что Россия вместе с исламскими государствами преимущественно на сегодняшний день Среднего, Южного и Юго-Восточной Азии, если вот такой союз может быть создан, да, то это может быть и крепким союзом. Потому что мусульмане, да, которые проживают на этой территории, и Россия, значит, почти миллиард населения. Почти миллиард. Это может быть даже, я в своей концепции пишу о платформе 20, куда включаю
вот эти эстрады, 20 эстрад, которые могли бы объединиться вокруг идеи сохранения жизни на Земле. И второе – это сохранение человека в человеке. Если мы сумеем вот такое цивилизационное пространство возглавить, а мы должны и возглавить, потому что на сегодняшний день потенциал России достаточно велик и в военном, и научно-технологическом, самое главное, это научно-технологическом плане и так далее. Поэтому я считаю, что, понимаете, искать нужны идеи. Они есть, об этом, о них пишут. Я не хочу сегодня задавать новые, так сказать, направления, вводить новые какие-то вещи в нашу дискуссию, но я считаю, что Россия и ислам – это два крыла, которые могут восстановить справедливость на земле. Это очень исторически хорошие, интересные вещи, но их надо вот как бы, Гайдар Ахметович, посмотреть, вытащить на то, как их можно сегодня использовать, вот эти генетические коды для того, чтобы единять людей, вот как вы говорите, по культурным признакам, по экономическим признакам и так далее. То есть люди всегда будут объединяться по каким-то признакам. Это факт. Государства и так далее своими интересами. И очень много сопрягаемых, пересекаемых интересов у всех этих стран, у всех народов, которые, естественно, располагаясь на огромном таком в этом пространстве, которое вы, как правильно назвали, Великой Тартарией, они, естественно, в течение веков перерождаются. Любая идея, такая вот, общность, какая идея, базирующая на равенстве народов и так далее, они могут прожить только одно поколение. Потом оно выбивается и исчезает, как и Советский Союз. Он так развалился, как карточный дом. И, кстати, краеугольным камнем, основополагающим ядром Советского Союза было 3 славянских государства. 3 славянских государства. Представляете? И 3 славянских государства – Россия, Украина, Беларусь собрались, ни татары, ни узбеки, ни азербайджанцы собрались. Именно 3 представителя славянских государств собрались, подписали договор, я тогда был государственным советником Азербайджана, подписали договор и разбежались по своим домам, вместо того, чтобы на этой основе создать ту платформу, его реформировать, перезагрузить, создать соответствующую государственную структуру мощную. И никто бы, ни узбеки, ни киргизы, ни азербайджанцы никуда не делись бы. Переформатировать в соответствии с требованием времени. Они говорить одно, а делать другое. Тогда могли бы создать мощное государство, а наоборот, они разбрелись все по своим домам, чтобы через 20 лет пойти войной друг на друга. Это первое. Поэтому что сегодня движет людьми? Сегодня сильный рост населения диктует, почему Китай сегодня вот прижимается к России, Индия прижимается к России, потому что у них огромное количество людей, ресурсы будут сегодня главными и определяющими, кому идти ближе. Россия сегодня содержит, смотрите, вот что говорила бабушка Олбрайт в свое время, когда она была в правительстве американцев. Она говорила, Россия 3% населения, 1/6, 1/7 часть земли, 30% природных ресурсов. Ребята, надо делиться. Все войны тысячелетий проходили за ресурсы. Урбан II говорил, что там мед, там молоко течет в реках. Тогда призывал, когда к войне, еще 1000 лет тому назад. Что говорил Буш или что говорит Байден? Буш говорил о демократии, свободе. Он не говорил же, стыдно говорить, что я хочу нефть, газ брать. И что они пришли? Разрушили эти страны и все нефтяные ресурсы. Сейчас, вы знаете, я работал 3 года в Ираке. Четкая, значит, программа была, все знали каждый баррель нефти из Ирака куда идет. Сегодня никто не знает, это объемы иракской нефти куда уходят. То же самое Сирии. Посмотрите, разбомбили Сирию, кусочек тот, который там, где находятся нефтяные месторождения, сегодня они находятся под контролем. Поэтому сегодня борьба за ресурсы. Все в России, почему на Россию? Вот сегодня очень сказывается серьезная ситуация с нехваткой воды.
Водные ресурсы являются одной из главных. Через 20-30 лет все войны будут не за нефть, а за воду. Посмотри. Пресную воду. Имеется в виду пресную воду. Пресную воду, да, я имею в виду, да. Россия является одним из главных хранителей вот этих водных ресурсов мировых. Поэтому сегодня идея хорошо просто для того, чтобы собраться, что-то сказать. Даже тяжело иногда. Единственное, что объединяло всегда Россию, и не случайно Сталин в своей речи, когда выступил после начала Великой Отечественной войны, он сказал одну фразу. Он поднял идеологию не коммунизма, он сказал, он призвал патриотизм, он обратился братья и сестры, и патриотизм, он поднял флаг патриотизма, который привел к победе в 1945 году. Именно патриотизм всегда в России был главным и определяющим движущим силой. Вот русский человек, можно что угодно, но вот страна его, родина, это для него главное понятие, это очень важно. И поэтому я хочу сказать, что сегодня нужно, конечно, да, объединяться по каким-то идеям, принципам культурным и так далее. Все. Но самое главное, сегодня люди, все равно страны будут идти туда, и борьба за ресурсы будет главным и определяющим. Об этом не говорят, но это было всегда тысячелетиями. Главными определяющими причиной войны были за ресурсы, войны были за новые территории, только за это. Поэтому этот принцип всегда будет существовать. Подспудно каждый руководитель об этом думает. Я вот это хотел сказать. Я понимаю энтузиазм выступления уважаемого Камрана Алима. Значит, а, собственно говоря, к чему оно? Вот к чему это все? Вот этот такой вот в таком тональном выступлении. Да? Высокотональным. Да, высокотональном. Вы согласны? Я эмоциональный человек, всегда вот так выступаю везде. Причем с измольства, из детства. Больше всего нам в жизни мешают эмоции. Вот хочу вам сказать. Значит, поэтому я все-таки приглашаю участников. Давайте по теме, что нужно делать. Вот как нам спасти нашу культуру, она же общая. Она же сейчас общая. Вот, она возникла путем, значит, как сказать, единения культур, населяющих Россию. Она же не только русская, она и тем и прекрасна, что она множественная. Так вот давайте думать, как вот эту культуру защитить, понимаете? Как человека защитить в человеке. А водные ресурсы, понимаете, водных ресурсов под Сахарой, вот как доказал доказал и, собственно говоря, даже исполнил Муаммар Каддафи. Ресурсы найдутся, понимаете? Нужно искать идеи, которые сохранят людей. И землю, и жизнь на земле сохранят. О поисках ресурсов, а для чего эти ресурсы ищутся? Для того, чтобы их потратить. А вот эта и трата ресурсов и приведет к гибели человечества. Об этом надо думать. Вот я об этом и говорю. Собственно говоря, и говорю. Я вот как раз, Камран Эфенди, с вами согласен. Вот когда вы упоминали имя великого нашего вождя, Иосифа Виссарионовича, он говорил еще такую фразу, произносил: кадры решают все. Я не согласен со многими нашими официальными лицами, которые говорят, что нас погубили звездные войны, там цены на нефть и прочее. Нас погубила кадровая политика. Все происходило после смерти Брежнева и в период до Горбачева. Мы об этом мало говорим, но особенно вот после Андропова. Было великое истребление кадров. То есть у нас не осталось профессиональных руководителей. У нас не осталось руководителей, будем говорить, так сказать, ну вот, директорского корпуса до министров, секретарей ЦК. Все прогрессивные, активно действующие люди. Но таких, по моим прикидкам, я просто был вовлечен в этот процесс, видел на примере своего отца и многих его знакомых. Их просто убирали, крупных руководителей, и фактически ликвидировали отрасли. Потому что если нет руководителей, есть руководитель даже в стаде баранов,
то это уже не стадо. То есть все у нас пошло прахом. И то, что вот такие невероятные, немыслимые события, которые произошли, никаких первопричин до того не было. Даже для наших союзников, Хойнекера, там, Яноша Кадара, Живкова, Цеденбала, это было полной неожиданностью. Мы просто взяли их всех, предали. То есть была целенаправленная политика. И, между прочим, я не буду вам говорить, как даже были известны списки, кого будут убирать. Американцы об этом знали. Поэтому все это было сделано искусственно, и даже не хватило политической воли. В 1991 году что это был за путч? Какая-то опереточная процедура. Что это было за Беловежская пуща? Предлагали генерал. Не надо было спрашивать Горбачева, взять и разом ликвидировать. Просто исчезли люди и пропали. Все. Были бы какие-то там волнения, но это все можно было отрегулировать, и не было бы расстрела Белого дома. И поэтому вот все, что мы бросали, все, что мы ликвидировали, все наши точки пребывания, то, что мы там действительно содержали полмира, ну, контролировали, по крайней мере, достаточно дружественно все это было. И нам многие, конечно, простить не могут сейчас, ни вьетнамцы, скажем, там, ни кубинцы, многих вещей. Ну, потому что это, ну, совершенно невероятный процесс был. Поэтому действительно, ну, я уж не знаю как, надо формировать, в общем-то, какую-то элиту, кадровую политику проводить, потому что не должно быть ни кумовства, ни, так сказать, ни семейственности. Люди должны управлять профессионально. Если это промышленность, значит, должен управлять промышленник-инженер, а не менеджеры эти бесконечные и совершенно бессмысленные. Это просто, так сказать, ну, величайшее преступление. Поэтому вот то, что произошло, вот все это, вот то, что было создано, даже то, что сейчас летает и стреляет, ну, будем говорить, в подавляющем большинстве все эти технологии, они взяты из той эпохи. Настолько мы были, в общем-то, ценны, ну, не востребованы. Но другая действительно была идея, другая была цель. А сейчас, ну, говорим о русском патриотизме. Ну, я не знаю, как сейчас будет проявлять себя современный русский человек или российский человек, независимо от национальности, потому что воспитанием молодежи мы не занимаемся. И это и мировая проблема, это не только у нас, потому что идет такое расслоение по поколениям, и, в общем-то, может произойти и конфликт какой-то, ну, просто перерождение, как бы, на уровне мутации, будем говорить, социально-психологической. Вот, я думаю, над этим тоже надо задуматься, поэтому вот если говорить, что у нас так все это рассыпалось, все эти дефициты, которые были в 1991 году, я это видел, в общем-то, наглядно наблюдал, жил рядом, просто стояли и принципиально просто специально не разгружались эшелоны с продовольствием там или с другими продуктами. Все это была такая эшелонированная такая акция. Поэтому, если мы будем вспоминать 30-е годы или кадровую ротацию, да, жесткая была ротация, но она была. Не уничтожение кадров, было, так сказать, конечно, и бессмысленно какое-то истребление, но кадры восстанавливались. А сейчас, в общем-то, процесс достаточно сложный, этого нет. И все это началось вот как раз вот в период безвремени, вот началось перед Горбачевым и продолжалось вот до нынешнего этапа. Поэтому вот проблема в этом, потому что все эти проблемы, ну не может проблема возникнуть вот так вот, знаете, это вот как дельта-функция физики. Все должно быть плавно, потому что все-таки общество достаточно инертное, и все это, ну, готовится и развивается. Поэтому, ну, был такой эшелонированный, такой провокационный процесс разрушительный. Извне этот процесс был. Хотя, в общем-то, ну, об этом просто не говорят. И, ну, согласитесь, да, были какие-то такие кухонные разговоры на национальную тему, но, в принципе, ну, жили мы как единый советский народ, или, да, будем говорить, даже взаимоотношения, я, так сказать, много общался и с странами в тот период. Проблем с ними не было вообще. Сейчас больше проблем общения даже с нашими бывшими представителями наших бывших республик, даже с которыми я могу говорить на одном языке. Ну, вот такова ситуация, понимаете? Во-первых, мы немножко ушли от конкретики. Сейчас обсуждение было сборка, так скажем, Великой Тартарии. Я хотел бы отметить, вообще, зачем такая тематика, нужна ли она нам, из чего мы исходим, настолько она значима. Вообще любая концепция представляет собой различные системные модели. То есть нужда, самое главное, если выразиться коротко, нужна ли нам такая концепция и к чему она приведет? Вот так, если так. Ну, мы исходим из чего, самое главное? Ну, историзм всегда в политических вопросах проблемно.
к сожалению. История это в прошлом, она сама по себе истинно объективна, но подход к нему всегда субъективен. То есть мы сейчас, обсуждая любые вопросы исторического прошлого, всегда уходим в субъективизм. Тем более, если этим непрофессионально не заниматься. Так? Так что я хочу все-таки концентрировать вопрос, опять же, внимание в том вопросе, нужна ли вот сборка Великой Тарцарии вообще, что нам нужно. Ведь, ну, я как гражданин Турции, ну, и одновременно гражданин Азербайджана, который занимается евразийским регионом, в частности, учился в Москве, жил, и прекрасно знаю Россию, везде побывал, и другие страны региона. Мне интересно, чего мы хотим для нашего будущего. Да, видно, что и Россия, и Турция, и все наши соседние государства, или дружественные государства, или когда-то были с нами в дружеские отношения, переживают определенный кризис. Это реальность. Советского Союза уже нет, и восстановить это просто невозможно в данном ситуации. Вот это, надо исходить из этой реалии. А что перед нами стоит? Перед нами стоит тот факт, что так называемый период холодной войны закончился, и сейчас идет процесс изменений карт мира по идеям великих, так в кавычках, государств. На самом деле империалистических сил. Они пытаются создать те условия, которые выгодны им. Где же мы находимся? Последний пример. Вот американцы пытались создать, Байден в частности, игру демократии. То есть вот собиралось государство, которое Байден считал проамериканским или, по крайней мере, государство, которое входит в зону интересов или влияния Соединенных Штатов Америки. Так, там не присутствует ни Турция, ни Россия, даже Венгрия. Но я не говорю, что там все тюркские республики не входят. Ну, почему? Мы, оказывается, не демократы. А кто демократы? Это Ирак, Конго или какие-то там еще непонятные государства. Ну ладно, европейское государство еще скажет, что там может быть демократия и так далее и тому подобное. Но ведь явно видно, что это игра, и в этой игре нас просто нет. То есть мы вне игры. Мы не в тот шахматах. Значит, мы другие. Раз мы другие, надо исходить, вот понять и реально посмотреть на вещи. И раз мы другие, как другие государства или другие народы, должны мы действовать. Если вас одинаково отталкивает, я конкретно буду исходить из России, из Турции. Почему? Потому что, ну, пускай не обижаются другие государства или наши друзья из других регионов, это два крупных, да, и мне близко. Во-вторых, это два крупных игрока, которые сейчас в регионе и активно действуют. Я не буду учитывать Китай. Китай, у него свои интересы, она немножко, это не евразийский регион, Дальний Восток, но все-таки интересы в Китае тоже есть в нашем регионе. Сначала начнем того, что, чего мы хотим. Вот, например, Россия чего хочет, Турция чего хочет. Я думаю, в нынешнем этапе для нас важно, как страна, выйти из экономического кризиса, просто выжить. Вот что творится с экономикой России, мы видим. Санкции и так далее и тому подобное. Что творится с экономикой Турции, мы тоже видим. Да? Турецкая лира, наша экономика более либеральна, и кроме того, у нас нет сырьевых, так скажем, достаточно количества сырьевых ресурсов, которые бы спасли нашу турецкую лиру. И у нас санкции. И кто делает это? Для России, если считать, что да, американцы не союзники по НАТО, но по отношению к Турции делают то же самое американцы союзники по НАТО. То есть здесь в ваши красивые глаза никто не смотрит, не считает, что вы член НАТО, состоите в этом или нет. Поэтому я думаю, что конкретика вот политики, исходить нужно из этого. Вот перспективные планы, да, мы можем сказать, что история нас объединяет, но история одновременно нас и разделяет. Мы воевали друг друга тоже. Но мы можем исходить из позитивного, что последние 100 лет Турция и Россия не воевала. Наоборот, в самом начальном этапе оба государства прекрасно сотрудничали. Прекрасно. До тех пор, пока господин Сталин не стал создавать из себя
опять же, такого имперского или имперской владыки или что-то такого там понятия, да, не исходить из реальности ситуации, а сделала так, что Турция просто-напросто взяла, да, убежала к Западу, и все. С этого момента у нас между нашим государством кризис. Сейчас прекрасная ситуация для того, чтобы наши государства создали определенную модель взаимодействия. Несмотря на то, что они находятся в различных сторонах баррикад, мы можем показать всему миру тот модель, который можно сказать, что как можно правильно и умно разрешить проблемы. Начало есть, фундамент есть, что наши президенты встречаются часто. Это говорит одновременно о том, что у нас гораздо больше проблем с Россией и Турцией между собой, чем с другими государствами. И второй вариант – это что мы можем, несмотря на эти трудности, можем всегда найти общий язык. Хотя она не всегда стратегического значения, а просто тактического значения. Вот я считаю, что я долго не буду разговаривать. Для меня важно прежде всего, чего мы хотим в регионе. Я считаю, что для нас самое главное, что наши государства и наши народы жили нормально, процветающие, были сильными. А для этого опасность заключается именно в противостоянии. И в глупом противостоянии, ненужном противостоянии. То есть Российская Федерация – это федерация, современная государственная модель. Это не империя. Турецкое государство – это тоже современное государство, республиканская модель, национальное государство. Это тоже не имперская модель. Так что в Турции здесь нужно найти современные методы разрешения проблем. Европейцы вот выдумали себе прекрасную, создали зону, так называемый Евросоюз. Так? Ведь они воевали больше нас. В истории, если смотреть турки и русские, сколько воевали европейцы, я считаю, что просто не сравнить. В истории Европы столетние войны есть, 35-летние войны, а турецко-российские войны, они очень краткосрочные и имели только тактический, стратегический характер для обеих имперских государств. Так что на современном этапе у нас прекрасно есть возможность найти выход. Я считаю, что мы к этому придем. Если даже сами не захотим, нас заставят этому прийти. По башке нам дают сейчас, да? Не только по башке, уже и пошли другие методы. Вот, я думаю, что нас заставит просто прийти в себя, посмотреть, осмотреться, что происходит, на самом деле мы чего хотим. Просто я всегда высказываю свои принципы. В принципе, надо исходить из того, что для нас что важно? Стабильность? Да, стабильность важна. А это исходит из того, что два крупных евразийских государства, как Турция и Россия, должны жить в мире, в сотрудничестве. От этого только будет исходить мир в нашем регионе. Любая конкуренция, любые другие вопросы, они просто будут болезненны как для России, так и для Турции. В евразийском регионе, я имею в виду. То есть, да, сегодня, может, Китай кажется для России стратегическим, в кавычках, партнером, но никакой китайской литературы я не видел такого, что китайцы говорили, что это стратегическое партнерство. Но если реально смотреть на вещи, Китай для России – это серьезная проблема. В Центральной Азии. А с кем может Россия только противостоять этому натиску? Только с Турцией и тюркскими народами совместно. То есть одна Россия, если пойдет эту идею, доверие будет меньше из исторического прошлого. Но если вместе с Турцией они будут присутствовать в этом регионе, доверие будет больше. Доверие будет больше. То же самое и украинская тематика, то же самое черноморская тематика. То есть изменения, каких-то территориальных изменений в регионе, они просто приводят к трагедии. То, что мы видим сегодня с Крымом. Если Россия в свое время договорилась с Турцией, и в Крыму крымско-татарское население под, так скажем, контролем Турции, русское население под контролем России, если мы договорились, создали еще выше статус для Крыма, никакие европейцы туда не смогли войти, и Украина была дружественным государством как для Турции, так и для России. То же самое и творится с Беларусью. Я думаю, что ошибочность как раз является в этом. Турция просто знает, что такое Запад, и поэтому на нынешнем этапе не хочет очень, как Дон Кихот,
воевать против них. Потому что реальность возможна. Сегодня для Турции Европа – это самый главный партнер, экономический партнер. А Россия имеет, конечно, серьезное место, но это не настолько серьезный партнер. Я еще не говорю, что Тюркская республика вообще не партнер экономический, всего лишь 3% отношений. Вот так. Я думаю, что нам надо исходить из реалий, сегодняшней реалии, смотреть на перспективу будущего. Чего мы хотим? Мы хотим остаться как сильная нация или серьезное государство в регионе. И поэтому нужно исходить из этой концепции. То есть она может быть и Великой Тартарией, может быть, кого-то это будет раздражать Тартарию. Ну, пожалуйста. Вот Россия выступила с Евразийским союзом, так? К чему это привело? Противостояние Казахстана, что она стала всего Евразийским экономическим союзом. Если совместно Турция, Россия и вот равноправные члены были бы Евразийского союза, тогда, да, другое, все доверяли бы друг другу. К сожалению, пока мы этого не видим. Поэтому надо исходить из этого, из этих реалий. Советский Союз, может, был бы великой державой, хорошей. Можно и хвалить, можно и критиковать. Но это в прошлом, это в истории. Я не говорю, что империя Чингисхана – это практически есть Туран, который объединил все тюркские народы. Или другое что-то. Понимаете, американцы ведь в свое время считали, что вот Советский Союз, если даже не развалится, там растет численность населения. Они не говорили тюркских мусульманских населений, не славянское население говорили. Вот если бы не распался Советский Союз, вот в составе этой империи, я не считаю, что это нормально было государством, к сожалению. В этой империи сколько было мусульман и тюрков? Сегодня Россия честно говоря, вот если открыто посмотреть, не может провести политику российского национализма, потому что Российская Федерация все-таки и тюркские народности, которые имеют государственном составе этой федерации, они объединены с русским народом тоже и с другими народностями. Оно, то есть, хотя кажется цельным, но на самом деле составляющие очень различные. Тюркские народы есть. И сегодня Россия не православное уже государство. Почему? Потому что достаточное количество мусульман. Это реальность. Но вот в России часто говорят, что турки проживают в Турции. Турция понимает эту реальность и борется с этой проблемой. Ну, терроризмом имеется в виду, не с курдским народом. Эта реальность есть. И проводит различные мероприятия для того, чтобы как бы создать условия для мирного сосуществования немалочисленным местным населением. Почему? Потому что курды, как видно из России, Турции, они не едины в своем изначале. Они очень разношерстные, разговаривают на различных диалектах, практически друг друга не понимают. В этом смысле для Турции легче. Я думаю, что здесь поэтому надо смотреть в перспективу, что мы хотим, из чего мы должны поэтому исходить. И я думаю, что вот мое личное мнение, как специалист, я не футуролог, поэтому я в ближайшие 20, 30 или 50 лет могу сказать, что нам необходимо укрепить все-таки союз в регионе. Это союз государств, не национальности, а все-таки государств. Почему сегодняшняя форма существования – это национальное государство, это после французской. Европейцы нам это подсунули, но на самом деле это так и есть сегодня, это реальность, и мы ничего не можем иного предложить. Количество государств увеличивается, это с одной стороны хорошо, и с другой стороны плохо, но я думаю, что сохраняя независимые государства в различных формах, нам нужно все-таки найти выходы из этой ситуации. Для этого прекрасный пример Евразийский союз, Европейский союз, извиняюсь, но модели организации тюркских народов или евразийская экономическая модель, она скорее всего, я думаю, будет сближать наши народы в этом смысле. Почему? Потому что некоторые члены этих организаций находятся и в других организациях, и которые не противоречат друг другу. Тем более Турция не беспокоит, ОДКБ тем более вообще не беспокоит. Так что я думаю, что надо смотреть на вещи более реально и прагматично.
Спасибо, благодарю. Я, с вашего позволения, я еще буду присутствовать, но у меня еще другая конференция, да, и я выслушаю. Открыто будет у меня, я буду слушать, но одновременно выступать в другом месте. Так что, если есть вопросы, я бы пожелал сразу ответить. Я буду слушать вас. Так что спасибо. Первое. И идея очень интересная. Создание и объединение общества. Более того, мне эта идея близка, потому что юрист и правозащитник, кто, заканчивая образование исторический факультет, я писал диплом по теме свободы мысли среди тюркоязычной мусульманской интеллигенции России конца 19-го, начала 20 века по джадидизму. Более того, еще Гаспинский, его сподвижники нормально относились к этой идее. Идея очень интересная. Но первое, что бы я хотел сказать из исторического опыта. В отношении, хоть я являюсь человеком левым взглядом, сторонником социалистического пути развития, марксистом, я все-таки считаю, что было несколько ошибок советской власти. В частности, игнорирование в некой степени татарского этноса, я считаю. Потому что у нас получалась очень интересная вещь. Татары были, я посмотрел по спискам населения, седьмой этнос в Москве. Седьмой этнос в Советском Союзе, но Советском Республике более мелкие этносы имели. И мне кажется, что недостаточно было развито вне татарской ССР. Я очень извиняюсь, других язычных народов, хрипло звучит. Народы, некоторых северокавказских народов. И этот опыт, безусловно, этот опыт надо развивать. Надо требовать от современных российских властей все-таки расширять. Именно так можно расширять культурный обмен. Что касается международных обстановки, я полностью не согласен о том, что у нас сейчас немножко западофобия. Вот Запад всему мешает, всем мешает, но, извините меня, что российские власти сейчас делают для ряда тюркоязычных сообщностей, крымские дела, Саль-Бутахрир, признание ряда тюркоязычных организаций экстремистских, ингушское дело, я считаю, что развивает положение мусульман, которые Российской Федерации не усиливают, не бежать мягко скажем того, в то время, как, скажем, в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно, нет проблем с развитием исламских организаций, также и православных организаций. И здесь вот тут положительно отзывалось от Китая, но мне кажется, что именно китайский империализм сейчас очень сильно преследует тюрко-мусульманское сообщество, в частности, очень ужасное сейчас положение уйгурского сообщества и других, и киргизов в Китае. Это очень печально. И я, как правозащитник, мы обязаны защищать эти более того, я считаю, что так положение критическое отношение уйгур в уйгур-синьцзянском районе. Там же живут и киргизы. Но при этом еще бы мне хотелось отметить некоторые государства тюркоязычные, которые тоже не идут на сближение, которые, я бы сказал, это Узбекистан и Казахстан. Там получается очень интересная ситуация. Как только какую-то организацию запрещают в Казахстане или в Узбекистане, как только, так сразу ее запрещают в Российской Федерации. Тут прямо вот как идем по их программе. А там идет действительно самая настоящая травля в Китае. И, следовательно, очень много мусульманских организаций запрещаются в Узбекистане, запрещаются в Казахстане. Поэтому здесь надо быть очень осторожными и естественно, соблюдая законодательство, добрососедские отношения и прочее, не питать иллюзий, то, что современная российская власть в той ситуации с правами человека в России, которую мы имеем, будет способствовать укреплению православного и
тюрко-мусульманского этноса и будет приветствовать так называемый проект Тартария, культурное объединение мусульман. К сожалению, это не понимают, и я бы по отношению и по войне в Чечне, и по событиям в Крыму, и по другим событиям, я бы не сказал, что это возможно. Но, тем не менее, мы, как правозащитник, я готов защищать права всех. И, безусловно, это прекрасно, это развитие национальной культуры, и проект Тартарии должен жить, должен работать. И мне кажется, как ни странно, именно вот некий такой вот западный аспект, как раз таки в этом, вот ни странно, вот в современной ситуации скорее бы помог, потому что там... У меня сложилось впечатление, что наши критики совершенно не слушают то, что я говорил. Мы Тартарию никогда не связывали с мусульманством, тут не написано об этом. Тартария – это совокупность различных народов с различными верованиями, так? И которые успешно существовали в империи Чингисхана, вот как первооснова. Поэтому здесь не надо связывать с исламом. Это то, что Гейдар Иманов сказал, что там нам нужно с исламским миром. Это еще не значит, что вот Тартария должна вот непременно, значит, вот включить, значит, всемирное мусульманство. Хотя, с другой стороны, конечно, мы знаем, как Турция усилит свое влияние в мусульманском мире. Я считаю, что это для России положительно. Вот. Поэтому мы предлагали конструкцию как демократического государства, разноукладного, так? И поэтому здесь никаких этих самых не может быть. Теперь, о том, что влияние Запада, но я бы сказал, что есть опосредственное влияние Запада. Вы прекрасно знаете, где находятся капиталы российских олигархов. Вот из чего надо исходить. Из Маркса, понимаете? Где находятся деньги? Вот оттам и ищите причину. Понимаете? Почему-то эти деньги не уходят ни в Азию, там, бедным странам. Все идет на Запад, западные банки. Где у них имущество? Поэтому, как бы мы ни говорили, все это, знаете, может быть двух- и трехходовка. Совершенно четко спланированная и организованная. Вот и все. А то, что Запад исторически противодействует России, это уже очевидно. В течение многих веков. Поэтому здесь вообще никакого спора быть не может. Вот, поэтому я вот хотел бы, чтобы все-таки мы более так предметно выразились насчет концепции, которую вот я изложил. Вот, а может быть, даже некоторые, значит, эти самые моменты, может быть, надо повторить просто. Я не стал экономическую подоплеку этого дела еще поднимать, понимаете? Вот, главное, это что было, значит, вот то, что Гейдар Иманов говорил, значит, это какая основа? А основа-то как раз вот нравственная основа для сохранения целостности человеческой натуры, понимаете? Противодействие глобалистам, которые сейчас все сметают. Противодействие этой цифровой цивилизации, которая будет следить за каждым вашим шагом. Понимаете, в чем дело? И в этом отношении глобалисты очень боятся самостоятельного мышления. Понимаете, мы хотим быть самостоятельными. И мы не можем, да, Россия сейчас недостаточно сильная, чтобы противостоять вот этим явлениям. И Турция тоже, а уж не говоря о Средней Азии. Поэтому надо объединяться. Спасибо большое за приглашение, Гайдар Ахметовичу. Я внимательно выслушал его доклад. Вот он так скромно себе сказал, что он простой инженер. На самом деле достаточно глубокий был доклад, достаточно глубокое было выступление, те проблемы, которые были обозначены. Вот, это очень важная, конечно, проблема, но вот мне очень понравилось, как товарищ Рудаков сказал. Вот мы с ним коммунисты, да, и мы друг друга понимаем очень хорошо с Рудаковым. Он правильно сказал. А какая политическая сила будет осуществлять Тартарию? Потому что здесь вот сборка Великой Тартарии. Ведь мы, когда говорим там Россия, Турция, кого мы подразумеваем, какой смысл мы вкладываем? Мы имеем в виду народы или же мы имеем в виду элиты, вот о которых товарищ Искандер как раз сказал? Потому что ведь проблема-то в этом состоит, что пока народы под пятой олигархии находятся, то турецкий или народ или России, то о каком строительстве там справедливого мироустройства и сожительства народов можно вообще говорить?
Потому что проблема-то в чем состоит? Вот мне очень понравились выступления товарища Иманова и товарища Утямышева. Вот они правильно ссылаются на Советский Союз. И вот вспоминают, скажем, как советское государство первым признало Турцию, да, Ататюрка. И Ленин, там у них была переписка, все такое прочее, то есть было взаимное признание. Но это понятно, потому что и наша страна после Октябрьской революции стала на путь прогресса, и Турция стала светским, открытым государством при Ататюрке. А сейчас вот нынешняя Турция в том виде, в каком она есть, и нынешняя Россия в том виде, в каком она является, они могут ли быть светочами прогресса? Ну вот я, например, в этом сильно сомневаюсь, что, скажем, в Турции преследуют левую группу Юрум, коммунистов турецких преследуют, они там объявляют смертельные голодовки, погибают даже, понимаете, там идет преследование людей левых взглядов, левых убеждений. Как к этому относиться, да? Нынешняя Турция, она здесь, как бы сказать, в этом реакционно таком мракобесном шабаше, если взять власть турецкую нынешнюю, она смыкается с российской властью. Поэтому взаимоотношения такие между Россией и Турцией, между Путиным и Эрдоганом, как кошка с мышкой. Вроде бы они, как бы сказать, взаимодействуют, комплименты друг другу отвешивают, но в то же время и какие-то военные столкновения имеют место. И я, например, не согласен, что Турция не имперское государство, и Россия не имперское государство. Интересы России сейчас, нынешней России, Российской Федерации, они простираются и на Среднюю Азию. А если уж говорить Турция, как Турция заявляет о своей позиции по Крыму, то есть здесь мы сбрасывать со счетов-то это не можем. И вот здесь красной нитью как раз проходит идея, вот если говорить о народах, потому что элиты правящие, они, понятно, будут блюсти, здесь правильно товарищ Утямышев говорил, и Иманов, что интерес там такой алчный, будем так говорить, прибыль, сверхприбыль, но опять же по Марксу, да, то если говорить об объединении народов, то народы как раз может объединить идеи социальной справедливости, равенства, братства, идеи социализма. Только так получается. Поэтому, кстати сказать, была же Закавказская Федерация, которая тоже вот тут говорилось, что развалили Советский Союз-то и славянские республики. А это вот Беловежская пуща, РСФСР, Белорусская республика и Украинская. А создавал-то Советский Союз какими республиками? Российской, Украинской, Белорусской и Закавказской Федерации, где и грузины, и армяне, и азербайджанцы жили в братстве. И это была федерация, действительно такой достаточно прогрессивный шаг. Сожительство народов не просто как раз вот православно-мусульманское такое сожительство, да, синергия. Вот она и была здесь явлена. Поэтому здесь в этом смысле я считаю, что именно идеи социализма, она сможет объединить как раз именно что народы. Потому что элиты, они, понятно, будут искать, вот правящие, если говорить сейчас о текущей ситуации, они будут искать именно вот корыстный интерес свой, блюсти. И будут и войны развязывать, и сталкивать, сшибать лбами народы по религиозному принципу, по расовому, по национальному. Поэтому вот опыт Советского Союза здесь, да, конечно, Советского Союза нет, но перенимать все лучшее мы можем. Вот пусть идея справедливости социальной, чтобы народы сами решали, как им жить, вот, в мире друг с другом, сами, вот ключевое слово «сами», потому что если впутывать сюда власть, она, естественно, не даст ничего сделать. Ни в России, ни в Турции, никакому самостоятельному порыву она не даст развиться. Поэтому бороться надо за власть вот людей труда, всех честных людей, которые как раз и смогут, в общем-то, это объединение и реализовывать на практике, а не на словах. Вот спасибо всем большое за внимание. Крайне интересные выступления. Слушаю, поддерживаю все рациональное. Ну что ж нам теперь, значит, повторять то, что было в 2017 году, это не годится. То есть по современным условиям, понимаете, мы не можем вооруженным путем взять власть. Не можем. И невозможно, скорее всего, да? Власть очень сильна. Но с другой стороны, мы должны учитывать интересы и буржуазии, кстати, и в 2017 году. Ведь рабочих поддержали и правящие классы в некоторых степенях. Помните? Вспомните Савву Морозова, там еще каких-то меценатов, да? Была помощь.
Значит, нужно учитывать интересы национальных элит. Посмотрите, значит, ну, возьмем нашего президента, куда ему деваться вообще? Вот представьте, вот человек в угол, вот он не может на Западе оставить деньги, его, значит, счета арестован. Туда, в Китай, если послать эти деньги, ну, я не знаю, наверное, там они и не нужны. Вот, это раз. Вот это одна из способов заинтересоваться. Дальше. Вот это объединение предполагает большущий рынок. Большущий рынок для размещения капитала и товаров. Пожалуйста, ребята, работайте. Значит, каждый капиталист ищет, куда там свои денежки, которые так просто лежат, внедрить. Значит, и это тоже будет полезно. Вот. А остается народ. А народ наш. Так, у нас получается, вот мы предлагаем, чтобы было в этом содружестве государств, было несколько центров силы. Не одна сила, там, скажем, вот российская, русская. Вот некоторые говорят, вот come back to советский, то ЮССР, да? Это быть не должно. Не должен быть один хозяин. Вот. Православный тем более. Значит, должен быть еще один хозяин. А может быть, еще и другой хозяин этой территории. Понимаете как? То есть в центре сил должно быть несколько центров силы. А эти несколько центров силы должны как-то конкурировать в этой системе, понимаете? Ведь они должны друг друга, да, у них свои интересы. У Эрдогана защита мусульман, а здесь в России у нас наоборот, значит, система все крутит против мусульман. Вот. Значит, нужно находить общий язык, если мы хотим сохраниться. Вот ведь для чего, вот как эта система должна работать. Вот посмотрите, мы говорим там Турция, а у нее же действительно система демократии. Посмотрите, сколько там партий в Турции. Причем они не остерегаются открыто критиковать президента. Около 1,5 миллиона турков собралось на митинге вот противника Эрдогана. Это все нормально, оказывается. Вот понимаете, вот эти демократические институты, конечно, мы должны перенимать, и они будут перениматься невольно, когда идут контакты между народами. Вот. Поэтому у нас ведь не только вот контакты между правительствами, у нас же вот написано, там было написано, свободное передвижение народов, понимаете, свободное их общение, свободное предпринимательство. Значит, начнут тюркские народы с тюркскими народами нормально работать, сохранять свои национальные культуры одновременно, так? И одновременно и русские, славянские народы, которые, ну, Белоруссия там и другие, но они тоже были в этой орде. И посмотрите, сколько, значит, в интернете висит лозунгов. Русская Тартария, никого это не волнует. Они же все пишут, мы там участвовали, ребята. Это все тоже наше. И это правда, это историческая правда. Вот в чем получается интерес общий, понимаете? Противоположные полюса все-таки иногда сходятся. Вот на этом надо играть, понимаете? Мы, конечно, здесь должны свою обратную связь от народов, конечно, усиливать эту отрицательную обратную связь. Вот, всевозможными способами, за счет партий, за счет общественных организаций. Пожалуйста. Но здесь главное, понимаете, есть интерес, должен быть интерес и элит, и народа одновременно. Я так считаю. Хотел бы продолжить мысль уважаемого профессора Тагрула о том, что все-таки основная ось, хоть сборки Тартарии, хоть просто развитие евразийского пространства, конечно, лежит вот между Москвой и Анкарой. Да? Россия и Турция, безусловно, это два форпоста. И если они договорятся и сумеют как-то вырулить, то, наверное, жизнь будет продолжаться на евразийских просторах. Что вот делать нам, участникам, вот, по крайней мере, вот этих вот Zoom-конференций? Вот. Ну, я не знаю, вот сегодня у нас 20 человек, а до этого было на прошлой конференции человек 40, по-моему. Ну вот, наверное, надо как-то вот все-таки разнообразить и увеличить количество участников, иначе мы просто потом перейдем к таким небольшим междусобойчикам. Вот. Ну, я редактирую газету «Татар-Рухы». Это газета, которая выходит в городе Магнитогорске, но распространяется по всему Уралу, в Москве, в Башкортостане, в Татарстане. Вот. В течение этих 13 лет мы запускали несколько проектов, таких больших, достаточно хороших. В прошлом году закончили проект «Тюркские народы» от азербайджанцев до якутов, от А до Я. Да?
Вот, сейчас готовим сборник, справочник такой по тюркским народам. Вот. То есть одно из направлений – это, конечно же, образование и просветительство, а второе направление – это практическая деятельность, значит, вот в том числе и вот непосредственно сегодняшняя деятельность. Вот я волей судеб являюсь на сегодняшний день одним из руководителей крупной строительной компании, которая работает и на реконструкции Магнитогорского металлургического комбината, и, значит, вот в этом году в августе я прошел финал чемпионата рабочих профессий WorldSkills, и вот наша компания была основным застройщиком деревни проведения вот этого чемпионата, а это примерно вот по уровню, как вот Олимпийскую деревню построить, там это был достаточно такой многомиллиардный бюджет, и, значит, и вот мы осилили, так сказать, этот объект. Вот. И мы сейчас зашли в Московский регион, в Московскую область и работаем на Волгодонском канале, и сейчас на канале Москвы работаем. Это на ремонте и реконструкции, значит, шлюзов. Вот. Я к чему-то говорю, что вот сейчас у нас задача привлечь несколько сот квалифицированных турецких рабочих. Вот. И если вот есть представители Турции, то хотелось бы надеяться, что они тоже помогут выйти на, значит, вот на компании, которые могли бы, с которыми можно было бы посотрудничать на вот тех объектах, на которых я назвал, прежде всего на реконструкции Магнитогорского металлургического комбината. Вот. Я думаю, что вот такая практическая деятельность, она тоже в какой-то степени создает базу, так сказать, для укрепления российско-турецких отношений. Вот. И я думаю, что, ну, по крайней мере, мне сейчас так кажется, что вот действительно основное поле битвы будет на евразийской территории, и именно вот на вот этих вот связках. Если они выдержат, то я думаю, что можно будет перенаправить развитие цивилизации по нормальному, удобоваримому руслу. Если не получится, то, наверное, так сказать, не получится. Спасибо. Выслушав ваши мысли, хочу некоторые, так скажем, мысли концептуальные сказать. Фактически тема пошла не туда. Я думаю, что тема и не могла, наверное, пойти именно по теме сборка Великой Татарии, потому что история Великой Татарии фактически сегодня не изучена. Мы этим занимаемся много лет с сыном, и то, что мы набрали, оно близко не родня тому, что мы знаем из учебников истории. Мы знаем, что большинство самых известных историков говорят, что история сегодняшняя, она ложна. Но есть такие выражения, например, очень широко известно, история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот история Великой Татарии стерта, об этом говорили достаточно четко многие люди, которые хорошо знали историю. Вот, например, Шарль Монтескье, наверное, все знаете, да? Вот он откровенно сказал, что история Великой Татарии утеряна, что татары не позаботились о том, чтобы написать свою историю. Но сегодня мы имеем более 330, по крайней мере, у нас даже больше, наверное, истории только Великой Татарии, не говоря уже о том, что фрагменты есть с историей Европы, соединенные там. То есть, если сравнить вот эти карты, хотя бы карты, только карты, и сравнить сегодняшней нам известной историей Великой Татарии, о чем мы хотели бы, в общем-то, начать разговор, да, мы увидим, что почти абсолютно ничего не совпадает. Это что, картографы врали, но они же писали эти карты для того, чтобы ими пользоваться. Монархи Европы должны были этими картами руководствоваться, купцы и так далее. То есть
мы сразу приходим к мысли, что историки нас дурят. Ну, таких вот книг я могу показать огромное количество, да, что а это величайшие умы исторические, которые их можно показать много. Вот, допустим, карты Татарии. Вот здесь только сконцентрировано, я уже не помню, сколько здесь сотен карт, но они говорят совсем о другом. Вот мы сегодня, вот, жаль, сорвалось. Я думаю, вот разговор может быть начать с того, что есть в интернете на 40 минут ролик, который мы сделали, вот и Гаяр Искандерович помог его довести до кондиции. Вот, может быть, сначала посмотреть нужно вот этот ролик «Контуры Великой Татарии», ну, первый фильм, чтобы войти в это, ну, в тему, о чем говорить, посмотреть, что на сегодняшний день, ну, там поверхностно, конечно, но тем не менее уже что-то известно. Но вот я приведу, если можно, несколько всего примеров. Сегодня нам рисуют Золотую Орду, которой фактически не было. Все знают, что государства с названием Золотая Орда не было. Нам рисуют, ладно, покрупнее Монгольскую империю, но она абсолютно не идентична Великой Татарии. Великой Татарии, карты даже, которые, ну, не с самого начала Великой Татарии карты сохранились, они и то говорят о том, что Великая Татария была намного больше. Вот в середине южной части Тихого океана есть французская Полинезия, там несколько там островов маленьких. Вот только там даже 3 топонима татар есть. Есть растение татар, да, татар-мао. На языке маори татара Каяка – это слуга бога Тангаро. Ну, Тангре все знаем, да, тетки. То есть вот даже с этого, если начинать, вот то, что у нас, что мы смогли найти, а в мире сегодня сохранилось 1320 таких топонимов, только топонимов. А там есть еще названия разных явлений, фактов, которые где-то 250. В 30 государствах, ну где-то чуть больше, мы нашли фамилии на татар. У русских, украинцев, у румын, то есть, в общем-то, история, если вот так по мелочам идти, мы так и называем мелочеведение, история вырисовывается абсолютно другая. Весьма сложно говорить об истории Великой Татарии. Легче, может быть, рассказывать о марше сегодня людям, чем об истории Великой Татарии, потому что информация об этой стране, об этом былом громадном государстве была целенаправленно подавляема веками. И сегодня вот так создать реальный образ, впечатление, что это за была страна, что за государство было, безусловно, практически невозможно.